Гостеприимство по праву считается отличительной чертой нашего народа. Количество туристов в республике стремительно растет. Этому способствует как выездной туризм, так и событийный. Фестиваль сенокоса, чемпионат СКФО «Большая рыбалка», выставка «Инт-Экспотур» и гастрономический «Мархаш-тур». Эти и другие мероприятия привлекают гостей со всей страны и даже за ее пределами. Не стоит забывать и про горную часть региона, которая богата своими архитектурными памятниками и разнообразной флорой и фауной. Но каким бы интересным ни было путешествие, необходимо сделать его запоминающимся. Как этого добиться, подсказывает сама природа. Главное – все правильно преподнести. Богатейшая история. Ваши башенные комплексы – это просто, можно сказать, это ноу-хау. Это не ноу-хау, это ноу-хау в туризме, потому что это надо открывать всему миру, это надо показывать, потому что именно ваши башни настолько интересны, то, что они сохранились, какие поддерживаются здесь традиции. Сам именно горный ландшафт, горный ресурс, ваш воздух, ваше гостеприимство, это обязательно надо показывать всему миру. Это надо выходить не только на Российскую Федерацию, а надо смелее просто пропагандировать всему миру. Чтобы привлечь туриста, необходимо пользоваться всеми ресурсами, говорит Ольга Пирогова. Внедренная система стандартов, говоря иными словами, правильное расписание, повышает привлекательность региона. Природный ландшафт с вековой историей, традициями и культурой, обрамленный красивым названием, сделает свое дело. Вы начинаете вот здесь, прямо вы стартуете, и здесь пешком до вашего ресторана Эрзи вы спокойно идете, и используя природные именно ресурсы, вы начинаете здесь рассказывать экскурсию именно о природе Джайравского района. Но вы можете начать здесь, вы прямо можете начать. Посмотрите, вот у нас тут рядом гора Столовая. Наши горы такие-то, такие-то, такие же. Вы рассказываете про горы Ингушетии. На примере горы Столовой есть прекрасная легенда, да? Вы знаете эту легенду горы? Правильно? Она уникальная, эта легенда. Вы рассказываете легенду горы Столовой. Потом вы показываете вот про тот населенный пункт, рассказываете историю этого населенного пункта. Обучение специалистов проходит по профессиональным стандартам. Программа включает в себя как теорию экскурсионной деятельности, а также изучает методику проведения и специфику местности. То, что она начинает свое существование именно в нашей республике, очень значимо для развития ингушского туризма. Сюда относятся и гостиницы, рестораны, и санатории. Каким бы фashionable'ным ни было заведение, если его персонал допустил одну, даже если незначительную оплошность, складывается общее впечатление в целом о заведении. Поэтому за 2 недели семинара работников в сфере обслуживания обучат всему, начиная с нормативных документов, касающихся технологии приготовления блюд, и заканчивая сервировкой стола. Особенность этой сервировки состоит в том, что в любом случае фужер всегда устанавливается напротив ножа, строго по центру и строго по линии. Сервис, мягко говоря, у нас находится не на самой лучшей планке. И вот по ходу обучения это даст для нас мощный толчок для повышения уровня нашего сервиса, повышения компетентности, квалификации работников. И в свою очередь это будет способствовать для престижа, улучшения имиджа и привлекательности для туристов. Очень интересно проходили уроки. То, что касалось административной части, тоже прям с нами преподаватель находился здесь и тоже объяснял все. Прям вплоть, как мы должны встретить, как мы должны объяснить, как мы должны принять человека, как мы его сопроводить должны. Каждый, можно сказать, шаг, каждый этот был своя система. Прям как заходит и как мы его расселяем. Обучение проводит Международная бизнес-школа туризма финансового университета при правительстве России. Работники туристической сферы могут повысить свою квалификацию и получить сертификат, подтверждающий обучение, которое проходит в рамках госпрограммы содействия занятости населения. Это очень необходимое направление, навыки для встречи гостей, для их комфорта, необходимости. И всякого рода каких-то нюансов. Но это уже процесс обучения, все рассказать так-то и не получится.
По окончании программы участники сдадут экзамен, дающий право на работу по профессии. В стране реализуется закон о независимой квалификации, и все работники должны ее иметь, чтобы трудиться по своей специальности. Жарада Фулхоева, Адам Далаков, Новости 24.